основы дома, потому что любая хозяйка, любая женщина в доме должна была уметь это делать. А эти нити изготавливались не из любой шерсти. Шерсть должна была быть обязательно сострижена осенью. Это называется шерсть осеннего настрига. Зимой ее обрабатывали длинными зимними вечерами, когда полевых работ не было, когда на улице холодно, да? Домашний труд вечерний был именно таким. Из них ткали вот такие ткани, из таких тканей шили вот такую традиционную ингушскую одежду. Ребят, вот еще пример того, что же из такого материала, как шерсть, да, осеннего настрига, какие же еще предметы материальной культуры ингуши делали. Посмотрите, наши традиционные ковры, как эти ковры называются? Вы слышали традиционный ингушский войлочный ковер? Как он называется? Нет, не знаете. Ингуш, это вот мы турецкий покупаем, турецкий палас, там мы говорим, да? Турецкий шерстяной ковер. А ингушский был войлочный, традиционный. Что такое традиционный? Значит, исконно наши, который входил в наши традиции. Это войлочный ковер, который называется истинг. Запомнили? Истинг.